Как известно, в позапрошлом году районное собрание по обращению нашего управления приняло решение о установлении штрафных санкций для хозяевов безнадзорно пасущихся животных крупного рогатого скота в центральной части города Гал. Значит, с прошлого года мы дважды проводили акцию по помещению в специально отведенный загон крупного рогатого скота. Каждый раз это было несколько единиц крупного рогатого скота. И хочу напомнить, что в соответствии с решением районного собрания немаркированная скотина, хозяева их облагаются штрафом в размере 3000 рублей. Маркированные животные, хозяева маркированных животных оплачивают штраф в размере 500 рублей в случае первого задержания, 1000 рублей в случае повторного задержания и 1500 рублей на все последующие случаи задержания. Значит, большая часть животных, которая сейчас помещается нами в загон, она не маркированная. Вот. Но координаты нашего ветеринарного врача Лианы Чгарина известны всем. Она занимается маркировкой, но это уже нужно будет договариваться с ней, потому что мы в течение года проводили акцию бесплатной маркировки. То есть за счет средств управления и при поддержке ветеринарной нашей службы мы бесплатно маркировали крупнорогатый скот по обращению владельцев. Да. Лиана Чгариная провела большую работу, буквально около 200 единиц крупного рогатого скота были промаркированы. В связи с этим, после этого, эта бесплатная акция, так называемая, закончилась. У нас в настоящее время в наличии имеются и бирки, и ветеринарный врач готов продолжить эту работу, но это уже нужно будет договариваться с нашей ветеринарной службой. Эффект был следующий. На самом деле, долгое время в центральной части города крупнорогатый скот не появлялся. Но, видимо, постепенно жители, как говорится, простым языком, расслабились и стали опять выпускать крупнорогатый скот. Но что я хочу сказать. Вы, если посмотрите в центральной части города, мы проводим мероприятия общественные, значит, и районное управление образования, и отдел культуры, и администрация, и управление городского хозяйства проводят общественные акции, мероприятия. Открылось немало заведений интересных, в том числе выносными столиками, где можно будет посидеть в приятной обстановке, там, в тени деревьев, в городе, в Гале, вечером, днем. Приятно, и мало приятно наблюдать рядом с этими столиками и рядом с детьми, играющими в парке, животных пасущихся. Да. Многократно обращались к владельцам этих животных, чтобы они не выпускали скот в центральную часть города. Ну, проводили, можно так сказать, информационную кампанию, когда наши работники, наши сотрудники обращались к жителям, чтобы они их не выпускали. Многократно говорили о штрафах, которые последуют за несоблюдением этих правил. Многократно их оповещали о решении, принятом районным собранием. Но, к сожалению, вот у нас люди такие, многие, которые только исходя из штрафных санкций могут соблюдать эти правила. Поэтому мы в специально отведенном загоне вчера целый день наши работники собрали этот крупный рогатый скот, поместили их в загон. Поместили их в загон, там сделали соответствующее освещение и вход в этот загон, где ворота у нас, видеосъемка там, и так далее. Но в ночь какие-то злоумышленники часть секции железобетонного забора сняли, вот, и выпустили этих животных. Было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что совершенно четко нанесен определенный материальный ущерб. Да, это суммы штрафов, которые не получил бюджет, плюс поломка железобетонной секции забора. Был оповещен начальник милиции, поставлен в известность глава администрации. Сейчас будут приняты соответствующие меры. В городе установлены камеры. Информация об этом происшествии, она как бы уже известна, и соответствующие органы его отрабатывают. Еще раз хотим обратиться к жителям с тем, чтобы они тоже повлияли на тех наших владельцев животных, которые загрязняют наш город, выпускают крупный рогатый скот в центральную часть. Мы не можем посадить зеленые насаждения, да просто неприятно сидеть в центре города и пить кофе, и когда рядом проходят коровы. Поэтому я не знаю уже, каким образом нам общаться с этими владельцами. Скорее всего, мы будем, может быть, обращаться к районному собранию с тем, чтобы уже не штрафовать, а оповещать их, и эти животные просто изымались бы, отправлялись бы на какую-нибудь скотобойню.
Это один из вариантов развития событий, потому что, ну, как мы видим, меры недейственные, мы их помещаем, кто-то их выламывает, эти заборы, вытаскивают этих животных, они опять попадают в наши центральные парки. Мероприятия по помещению крупного рогатого скота, бесхозно гуляющего в центральной части города, в специальный загон, они будут продолжаться, эти мероприятия, они будут регулярными. И будут приняты соответствующие меры нами для того, чтобы не допустить опять этих всяких разных взломов заборов и стенок. Для чего это делается? Еще раз хочу повторить о том, что видите, как ГАЛ развивается, центральная часть становится красивой, аккуратной, но, видимо, кому-то нравится жить не в чистом городе, а наполненном крупным рогатым скотом и их, соответственно, навозом. Позитивного в этой информации только то, что мы в любом случае добьемся того, чтобы центральная часть города ГАЛ была чистой и красивой. И радовала глаз местных жителей, горожан и наших гостей. Мы сейчас проведем короткое совещание, скорее всего, с главой, будем обращаться, может быть, в районное собрание и в связи с вот этими мерами, для того, чтобы мы еще более ужесточили меру ответственности для крупного рогатого скота, гуляющего в центральной части города. Ну, посмотрим, что из этого получится.